Да, если вы директор. Ну, знаете, у завхоза своих делов не пророк. Сплошные тараканы. А вы по какому вопросу конкретно? Я буду преподаватель с русской литературы. Вы? Я. Ай-яй-яй-яй. Что такое? Бедная. Почему? Но есть такая весомая женщина, плюнула, как Серафима Васильевна, и перешла в другую школу. Плюнула. Ну, знаете, не так, чтобы буквально на пол, но очень выразительно ушла. Если уж она при своей весомости не вышла, то вы вообще не удержитесь. Килограмм 60 весит. Распорядиться принимает учителей. Знаете ли, сопротивление материалов. Но если ученики наши сопротивляются. Гении, будущие Эйнштейны, как вам поделикатнее сказать, предмет ваш не очень предпочитает. Да нет, понятно. Ну ничего, я намерена удержаться. Прекрасно. Тогда пойдемте в бассейн. Зачем? К директору. Вы только посмотрите на эту картину. Гении наши носятся как щуки. А Кларку мяч подбросить никто не догадается. Это вашего директора Кларком называют? А он у себя в НИИ Кларками занимается. Я, конечно, слышала, что ваша школа необычная, но чтобы директор вот так. Ну, с одной стороны, конечно. Директор школы, доктор наук, профессор. Вроде как бы противоестественно с пацанами мяч гонять. А с другой стороны, ему и 40 нет. Вроде рано старики записываться. Давай, Андрей Андреевич. Давай, Мило. Эй, позитронцев. Всю лабораторию расчехвостили. Андрей Андреевич, нам новая учительница литературы пришла. Идите-ка сюда. Здравствуйте. Здравствуйте. Понимаете, Серафима Васильевна покинула нас, так сказать, и мы бездуховной пищи остались. Здравствуйте. Антонина Сергеевна. Андрей Андреевич, очень приятно. Извините. Что такое? Воду, немедленно воду. Я директор, и я обязан представиться новому учителю. Я назначаю вам штрафной. Штрафной удар, ворота ваши. Извините. Так не нужна ничего, не нужна мне. Сегодня так вас называть. В фильме, конечно, говорится совсем про другую школу, про физико-математическую, да, про точные науки. Но мне кажется, многое из того, что мы услышали, очень относится и к нашей тоже школе. Не все выдерживают нашего ритма, даже самые, да, серьезные учителя и уходят из школы. Да, те, кто остаются, творчески работают и вдохновляют наших воспитанников на победы и на подвиги. В нашей школе также директор, бывает, позволяет себе, ну, не то чтобы плавать в бассейне. Был бы он. Да, не все возможно, да. То есть директор у нас тоже необычный, да. И хочется сказать, что наша школа очень необычна, наша гимназия. И все эти новые веяния, когда нас пытаются вместить в какие-то рамки, да, а мы все время из них, ну, нам хочется выйти, потому что мы школа нестандартная. И в стандарт, в общем-то, нас очень сложно загнать. Будем так говорить, что стандарты нас обрамляют, но тем не менее то творчество, которое творит у нас и в первой половине дня, и во второй половине дня, и на воспитательских мероприятиях, оно, в общем-то, выливается в прекрасные картины вот в той раме, которая дает нам стандарт. Поэтому мы сегодня говорим с вами о том, какое же расписание на послезавтра у нашей школы. Стандарты нас стандартизируют, и, простите за тавтологию, или все-таки мы с вами в этих рамках раскроем крылья еще шире, и полет наш будет не менее высок, чем было до этого 20 лет существования гимназии искусств при главе Республики Коми. И я передаю слово директору гимназии искусств Марии Владимировне. Здравствуйте, садитесь. Меня зовут Антонина Сергеевна.
С сегодняшнего дня я буду преподавать у вас русскую литературу. Кто дежурный? Я. Почему не вытер тоска? Понимаете, Антонина Сергеевна, мы не знаем, что у нас будет литература. Алешка Рябинин принес интеграл, мы никак не можем его взять. Разрешите не стирать. Мы посидим после уроков. Хорошо, разрешаем. Антонина Сергеевна, вы не беспокойтесь, мы тут все как Юлий Цезарь. И читаем, и решаем, и слушаем одновременно. Ну хорошо, если вы все как Юлий Цезарь, то, пожалуйста, решайте, читайте и слушайте одновременно. Значит, вы разрешаете? Разрешаем. Только так как мне придется призывать вас к вниманию, то вы же разрешите мне разговаривать с вами и одновременно смотреть в окно. Сад ты мой, больной и белый, свет ты мой на склоне дня, жест по-детски неумелый, вспоминай меня, двор и выход в переулок, вечер долгий без огня, лес не прибран, голый голок, вспоминай меня, все неправедные речи, редька планья, место нашей главной встречи, вспоминай меня, что за сила мчит нас лихо, в разные стороны гоня, еле слышно, еле тихо, вспоминай меня. Я теперь скупее стал в желаниях, жизнь моя где-то приснилась мне, словно я весенней глубокой ранью поскакал на розовом коне. А розовый конь на самом деле существует? Или это абстрактный объект? А вы как думаете? Уважаемые коллеги, поздравляю вас с Днем Учителя, с Днем Педагога, как говорим мы в гимназии. Ну и какой же День Учителя без педагогического совета? Тема нашего праздничного педагогического совета – расписание на послезавтра. Не случайно педсовет мы начали со стихотворения Леонида Латынина «Сад ты мой, больной и белый». Стихотворение перед вами. Пожалуйста, вчитайтесь в выделенные строки. У нас в гостях задаются вопросом, где гимназические педагоги черпают силу, вдохновение. А я бы спросила, что за сила мчит вас лихо? Что гонит вас за мечтой? Что заставляет вас творить, гореть мыслью, жить надеждами? Что за розовый конь, символ мечты, которого вы, дорогие педагоги, уверенно оседлали и крепко держите в своих нежных руках? Эти вопросы волнуют нас, ваших учеников. И раз мне предоставился удобный случай, я хотела бы побеседовать с вами на эту тему. О мечтах, которые вас толкают вперед, о гимназических мечтах, о том, какой будет наша гимназия не завтра, а послезавтра. Какая она, наша гимназия, послезавтра? Какие учителя, ученики, расписание, стены, родители? Помечтаем об этом? Давайте. Итак, мечтать будем организованно, то есть нам нужно будет разделиться. Апельсины, груши, яблоки, бананы, апельсины, груши, яблоки, бананы, апельсины, груши. Забыла юноши из класса, яблоки, бананы. Вы готовы? Да. Кто начнет? Какая группа? Яблоки. Яблоки? Общество с очень ограниченной ответственностью. Art Mass Media Group Apple представляет проект
Коми Бридж. Эс. Это будет послезавтра. Сыктывкар разросся до таких размеров, что Париж, Петергоф и Лондон стали его предместьями. Вокруг известной Watch Tower раскинулась широко площадь звезды с расходящимися во все стороны югорами. Югор number one – Urgent Opera. Югор number two – Бродвей Шертуй. Югор number three – Миан Руш. Югор number four – Шералур. Югор number five – Керкалордиас. Югор number six – Манчестер Им. Та і Лондон, і Париж стави слови Коми Бридж. Йона Ескам, Лоастач, ставис Амас Кетанаш. Она единственная. 3 девицы в ВКЦ заседали на крыльце. Если б я была царица, балерина-мастерица, на уроках бы моих зазвучал лиричный стих, заиграла бы гармошка, заглянула б к нам художка, интеграция творцов порождает храбрецов. Эх, долгий путь им и дорожка, размечтались мы немножко. Я Валентина Михайловна, а вот мое отделение. И набираю с размахом я, забыв про любое томление. Но кажется мне, слишком мало нас. 1004 класс. А остальные подвинутся, надо немного расшириться. Вот я иду по гимназии, музыка льется и льется. Скоро освоим Евразию. Талант наш везде пробьется. Если б я была на палках, театральный всех подряд, первоклассников включая, зачислял к себе в отряд. С нами каждый поступивший разовьет себе талант и сыграет виртуозно дерево, цветок и банк. Ездили бы мы на конкурс хоть в Москву, хоть в Магадан. Да куда бы ни позвали, всех порвали бы мы там. Гамлета сыграть, Дед-Морта, нам без разницы, друзья. Главное, чтобы театралка процветала и жила. Весенние каникулы. Канал Юрга. Канал Tomorrow, next. представляет рекламный ролик о гимназии искусств. Только в гимназии искусств учат писать не только на компьютерах, но и ручкой. На русском? Коми! In English. Только в гимназии искусств учителя до сих пор знают не только e-mail своих воспитанников, но имя каждого. На русском? Коми! In English. Только в гимназии искусств до сих пор еще звучит живой звук, потому что детей обучают не только на синтезаторах и компьютерах, но и на живых музыкальных инструментах, а также музыкальной грамоте. На русском? Коми! In English. Только в гимназии искусств дети знают все цвета радуги и умеют сказать, что каждый, то есть расшифровать, что каждый охотник желает знать, где сидит фазан. На русском? Коми! In English. Только в гимназии искусств юные театралы учат тексты рассказывать не по вживленным чипам, а наизусть. На русском? Коми! In English. Только в гимназии искусств дети танцуют не только R&B, брейк-данс, стрит-данс, хип-хоп и так далее, но и стоят на настоящих пуантах. Извините, на русском? Коми! In English. Добро пожаловать! Диджа Корам! Welcome. В гимназию искусств! Можно им
7 корпусов для отделений, бассейн чудной красоты, спортзал и парк для развлечений. Так будущее видим. А зачем это все? Чтобы любить детей, радовать их. Чтобы ребенок вырос неравнодушным и ответственным. Чтобы уважать их, и чтобы они в ответ уважали нас. Чтобы воспитывать в них отношения к будущей профессии. Самостоятельно и умело выходить из серьезных жизненных ситуаций. И чтобы они, став взрослыми, также любили своих и чужих детей, как это делаем мы. И вот поэтому о прозе жизни мы решили сказать стихами, а о самом главном – самыми простыми словами. Выпускница гимназии сегодня твердо убедилась, что в гимназии есть будущее, потому что есть мечтатели, а значит будущее определено. И мне бы хотелось оставить свой след в гимназии. Мои избиратели мне поверили и выбрали мою кандидатуру, в которой я с помощью программы, в которой я предлагала оформлять столовую детскими рисунками и фотографиями, организовать акцию «Уберись в гимназии, пока гимназия не убрала тебя», тайно делать подарки своими руками педагогу-имениннику, организовать между классами соревнования «Суперкласс», организовать день без гаджетов, организовать интеллектуальную игру воображения и много других интересных дел. Все это я планирую воплотить в жизнь с помощью наших учеников и при поддержке вас, дорогие педагоги. Надеюсь на это. Слово предоставляется сейчас старости класса Марии Вячеславовне. Я уже староста. Если можно, рядышком, можно попросить вас об этом? Вы же еще не передали мне портфель обратно. У нас у всех было когда-то свое счастливое детство. Какое бы оно ни было, оно все равно было счастливое. Конечно, вот у меня не было такой возможности попробовать себя, как у Маши была сегодня возможность, в роли лидера большого коллектива, большого, огромного коллектива, очень разного, очень сложного коллектива. Маша рискнула, и она победила в сегодняшней ситуации. Пусть у нее будет много побед впереди, так же, как и у остальных наших детей. Мы сегодня говорили на педсовете во дне послезавтрашнем. Он придет очень скоро, потому что основы этого дня нами уже заложены. И никуда послезавтрашний день от нас не денется. Он уже есть, потому что он заложен. А значит, у гимназии действительно потрясающе интересное будущее. И, Мария Владимировна, пока вы еще не сложили полномочия, то примите на себя такую ответственность большую, чтобы трети или четверти, или еще когда вы там найдете такую возможность, провести такой день самоуправления, который будет посвящен не празднику Дню Учителя, а будет построен по расписанию на послезавтра. То есть в этот день, чтобы прошли уроки, серьезные уроки, настоящие уроки, подготовленные вами по тому расписанию, которое вами мечтается, с теми уроками, которых на сегодня вам не хватает. Можно? Конечно. Я очень рада, что такое счастье выпало работать с вами. У нас действительно потрясающе интересный коллектив. Какие бы мы ни были разные, мы всегда найдем общее решение, придем к одному слову, потому что главное, что нас объединяет, это наши любимые дети, наша любимая гимназия. С праздником, дорогие мои коллеги! Прошу проголосовать за решение педагогического совета. Поддержать
поддержать инициативы воспитанников, представленных в предвыборных программах кандидатов на пост дублера директора гимназии. Провести в третьей четверти день самоуправления по расписанию на послезавтра. Построить 7 корпусов и коми-ленд, бассейн – все для развития ребенка. Представлять синтезированное искусство на суд зрителей. Увеличить число воспитанников до 4000, и это только на музыкальном отделении. Первоклассников на театральное отделение. Помнить имя каждого воспитанника на 3 языках. Армас! Армас! С таким расписанием на послезавтра продолжает жить наша гимназия. Дорогие учителя, воспитатели, педагоги, я от лица учащихся воспитанников гимназии выражаю вам огромную любовь за вашу доброту, нежность, искренность, за то, что вы отдаете все свое тепло и участвуете в нашем развитии. Это, я понимаю, какой это непостижимый труд взрастить хорошего человека.